На все село один мужик. Под таким названием состоялся на днях спектакль в Камрадском районной доме культуры. Почему актерами выбрана именно эта тема? Актуальна ли она сегодня? Мы поинтересовались у руководителя театра Диониса Пынтя. Мы очень тщательно подходим к выбору каждой пьесы, потому что это очень важно. И мы в каждом своем новом спектакле пытаемся поднять какую-то очень важную, насущную проблему, которая интересует сегодня наших жителей Камрата, да и не только Камрата, можно сказать, даже и всей Молдовы. И эта тема на сегодняшний день является очень актуальной, очень злободневной. Я думаю, что практически каждого она в какой-то степени затронула, эта проблема. И мы надеемся, что все-таки наша страна имеет будущее, и мы хотим, чтобы люди все сюда возвращались. Вопрос, поднятый в пьесе, действительно остро стоит в нашей стране. Это и сокращение численности населения в селах, и проблема одиноко живущих стариков, и многие другие обстоятельства. На сцене ярко воспроизводились реальные картины нашей жизни. Последний спектакль, который мы видели, «Доброе дело». В этом спектакле я увидела своего дедушку. Я потом после спектакля сказала об этом Денису, что прямо списан портрет, прямо списан. И сегодня мы в этом еще раз убедились, потому что все было продумано до мелочей. Очень актуально для нашей местности, потому что в Гагаузии очень много сел, очень много местностей, где очень мало людей, и молодежь уезжает по городам. Это очень актуально, очень нужная тема. Надеюсь, что каждый присутствующий в этом зале отметил для себя важность этой темы. Показали очень серьезные проблемы современности, мало того, нашего народа, который практически на грани исчезновения. И те проблемы как раз-таки исходят из вот этих вот сельских, городских миграций, из деревенской жизни. Люди стараются, молодежь, убегать. При этом старики остаются доживать свой век очень в тяжелых условиях. Успех спектакля обеспечил и хороший перевод на гагаузский язык, и использование острых бытовых выражений, и хорошая игра актеров. Главного героя, деда Георгия, сыграл актер театра Михаил Резунец. Ему, молодому человеку не более 35 лет от роду, удалось передать зрителю внутренний мир человека весьма зрелого возраста. Для актера нет сдерживающих факторов в плане языка. В любом случае, хоть на китайском, хоть на английском, но это самая главная передача внутреннего состояния, а какой язык, это уже без разницы. Да, мы выбираем на русском языке, а потом сами же сидим и переводим. Сложность только в этом. А как языкового, наверное, уже в принципе ни у кого и нет этого барьера. Мы же все гагаузы. Я считаю, что этот спектакль ярко передает тот факт, что наше правительство, наши депутаты должны задуматься о том, чтобы население не уезжало, а чтобы оставалось здесь. Жанр спектакля – трагикокомедия. Это позволяет зрителю в зале не напрягаться, а идти вместе с героями пьесы к его положительному концу. После просмотра спектакля зрители, уходя из зала, уносили самые положительные эмоции. Все они дали высокую оценку актуальности спектакля.